Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. И в начале главных тем. Дань уважения. Помним, как Рейхстаг дымился, как флаги бились на ветру. В Центре образования имени Кадырова прошло мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. В гостях у ветерана. Особое внимание уделяется ветеранам нашей республики. Живые свидетели героизма, мужества и несгибаемой воли. Сегодня мы побываем в гостях у тех, чьи подвиги вписаны в историю. Сенсационная находка археологов. Впервые удалось найти и изучить нетронутое погребение аланской аристократии. Обнаружено огромное количество уникальных артефактов, которые могут перевернуть наше представление о прошлом. В Москве состоялась встреча президента Владимира Путина с главами муниципальных образований субъектов страны, участниками Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». На совещании присутствовал мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров. Обсудили вопросы, которыми главы городов занимаются в ежедневном режиме, а также актуальные практики и новые идеи. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, еще раз хочу всех вас поздравить, вас и всех, кто трудится в местных органах власти, с Днем местного самоуправления. Наша встреча с вами проходит, как и в прошлом году, в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Это значимое и деловое событие, где муниципальное сообщество выбирает конкретные решения, подбирает их. У вас есть возможность с друг другом обменяться практиками наилучшими для того, чтобы эффективнее решать вопросы качества жизни граждан. В рамках форума проходил конкурс «Город Грозный», занял второе место муниципальной премии «Служение» в номинации «Развитие территории, благополучие жителей». Победный проект Институт развития города Грозного разрабатывает ключевые градостроительные инвестиционные инициативы, направленные на социально-экономическое развитие города. И для получения награды на сцену приглашается заместитель мэра города Грозного Шамиль Адаев. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в первую очередь хочу поблагодарить президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, руководство администрации, главу Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и руководство ВАРМСО. Всем спасибо. Ахмат, сила, Россия, мощь, Аллаху Акбар. В правительстве Чеченской Республики под руководством Магомеда Даудова были рассмотрены важные вопросы, касающиеся изменений в законодательстве и государственной программе. Основными пунктами повестки дня стали вопросы обеспечения финансовой устойчивости региона, отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, налог на имущество организации, комплексное развитие сельских территорий, компенсации для граждан, социально-трудовые отношения и многое другое. По итогам заседания все проекты были приняты. Каждый законопроект имеет важное значение для дальнейшего развития субъекта и улучшения качества жизни граждан. Председатель правительства подчеркнул важность создания новых рабочих мест и поддержания чистоты в субъекте. По-любому, исходя из этого, вы соглашение пятый, было написано на поручение главы было написано. Такого не считаю, что сега ёлж было написано, знаю, региона, центре муху, любое предприятие, директор года, все пишет, как случайно, куда Богу будет сажать. Управляющая компания, у нас 47 по республике, 47 управляющих компаний, за 28 тысяч города и остальные по республике. А за бухгалтершие директора, а дальше у нас в республике получается всего 8 человек обеспечивают чистоту и порядок. Ему граждан, она основном мероприятие, главный ключ, общий ключ, куда все идет. Управляющий компания, что говорят,
регионда наш содержать дешевле, что на договор на содержать дешевле, так он лобабист, в любом случае он сайдик телевизии, образно, не в телевизии сега, вперед. Уж сегодняшний раз он чувствует, который символ, он будет, я считаю, она что контроль, как бы она сегодня она война, мусора, у нас на Богу визит отсюда и очень момента саладус, право, левон и региона, республика Сенат. Так, как еще Москва, она республиканский, то он пишет год, Флоридаду, и левон и Владимир Ильич Путин, да, война, касели, очень Их воспоминания – это не просто страницы прошлого, бесценные уроки для будущих поколений. Сегодня мы услышим истории людей, которые прошли через огонь сражения, пережили потери, но сохранили веру в победу. Лимда Джамалдинова побывала в гостях у труженицы тыла Халипат Мусаевой. Во время Великой Отечественной войны Халипат Мусаевой было всего 11 лет, но несмотря на возраст, она активно участвовала в тыловых работах, помогая фронту всем, чем могла. Ее брат, дослужившись до командира, погиб на поле боя, и эта утрата навсегда осталась в ее сердце. Каралафинский СССР, город Медвежьгорск, село Перегуба. Памятник Ютин, существенно один. Соверши. Дакаш виночка, четоши. 24-й год дерцин, цавелла чвеши. Беркина чуна, дель резхиль. Дальца дальше. Диньяна эхерта, саугат хильшу. Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики в рамках реализации всероссийской акции «В гостях у ветерана» организовало посещение труженицы тыла Халипат Мусаевой. Внимание и забота к людям, которые обеспечили победу в Великой Отечественной войне, в списке приоритетов нашего главы прежде всего. Мы не должны забывать, кто защитил нашу страну в тяжелую минуту и кто защищает ее сегодня. И эти вопросы особую актуальность приобретают как раз в год защитника Отечества, объявленный президентом страны, и в канун 80-летия Великой Победы. Но более того, мы еще должны сказать, что мы ожидаем еще победу над укронацистами скоро. Да, и это будем праздновать. Сотрудники министерства вместе с руководителем Северо-Кавказского управления Федерального агентства по делам национальностей Сергеем Разживиным выразили благодарность Халипат Мусаевой за ее мужество и стойкость в те тяжелые времена. Особое внимание уделяется ветеранам нашей республики. В знак глубокого уважения труженица тыла подарили сладкую корзину, поздравительное письмо и красивый букет. Такие инициативы способствуют не только сохранению исторической памяти, но и формированию уважения к ветеранам и их вкладу в наше настоящее, отметили гости. В преддверии 80-й годовщины Великой Победы по всей стране стартовала акция «В гости к ветеранам». Такая замечательная акция, где мы ездим к нашим ветеранам, к тем, которых осталось не так много, к нашему старшему поколению, которые пережили Великую Отечественную войну в том или ином, участвуя в победе, куя ее где-то за пределами фронта. Важно, чтобы мы осознавали, что мирное небо над головой – это результат усилий и жертв, принесенных многими людьми в прошлом. Стоит отметить, что также и региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, уделяет особое внимание ветеранам, которых осталось совсем мало. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском центре образования имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова стартовала ежегодная республиканская патриотическая эстафета «Знамя Победы». Эстафета символизирует преемственность поколений, напоминает о том, что память о героях должна жить вечно. Это важнейший урок мужества и патриотизма для молодежи. О памятном торжестве расскажет Медина Мударова.
Ровным строем учащиеся Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выстроились в ряд, чтобы принять копию Знамени Победы, символизирующее подавление зла в виде фашизма. Участие в мероприятии приняли и внуки первого президента Чеченской Республики Абдулла, Хасан и Хусейн Кадырова. Первым делом прозвучали гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. Их дети исполнили с особым патриотизмом. Посмотреть на юных патриотов пришли и почетные гости. Министр образования и науки Чеченской Республики Хушбау Дедаев выступил с приветственной речью. история хаизер, ценхриол история хаизер, шебуха безер, така цунц дуст дезер, дикио касто амдер, ицуэн эдохш дикарше цуэг беш قيق مشبودا ملاحة واستقاح لجداغير تربو هربوخ وشتوخشرنا كيجر خوي министерство ديش واشر مسارنا بركل ديريس خلال. Несмотря на свой возраст, дети считают за честь дать дань уважения людям, благодаря которым мы уже 80 лет живем под мирным небом. Знамя Победы – это особый символ мужества и невероятной силы воли. Передав Знамя Победы, ребята выступили с песнями. Композиция «Журавли» в исполнении школьников никого не оставила равнодушным. Журавли, как и мы все домой летят. В ходе торжественной программы ребята зачитали душевные стихи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Через них они передали всю свою благодарность и уважение к тем, кто сражался за свободу и независимость. А нам нельзя себе дороже, не можем мы отцов предать, кто славу Родину умножил и спас свою отчизну мать. Мы помним даже то, что скрыто, живых героев без имен, какими швами были сшиты знамена штурма под огнем. Мы помним, как Рейхстаг дымился, как флаги бились на ветру, как долгожданный миг явился однажды мая поутру. Подобные проекты воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и любовь к родине, отметил заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов. Такие мероприятия призваны, чтобы воспитать в подрастающем поколении любви к родине, чтобы молодежь знала историю, подвиги своих героев, чтобы их завтра никто не мог обманывать, и чтобы их историю никто не переписывал к себе. Далее копию Знамени Победы из Центра образования перевезли в Ахмат-Юрт. Абдулла, Хасан и Хусейн Кадырова в торжественной обстановке передали красное знамя учащимся школы номер 1. В преддверии празднования Великой Победы это мероприятие стало символом единства и уважения к подвигу советского народа. Медина Мударова, Садемин Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Язык – это не просто слова, это душа народа, его история и традиции. В Макитах прошло мероприятие, приуроченное ко Дню чеченского языка. Этот праздник уже успел укрепиться в обществе как хорошая традиция и с каждым годом отмечается все шире. Целью является воспитание чувства любви и уважения к родному языку, сохранение традиций и культуры чеченского народа. Турпалали Тайсумов продолжит. Известные писатели, поэты, педагоги и руководящий состав Веденского района. Очередное мероприятие ко Дню чеченского языка состоялось в селе Махкиты. Каждый из присутствующих отметил колоссальную работу, которая ведется, чтобы сохранить это достояние на века. В честь торжественного дня на сцене выступили коллективы и сольные исполнители. Звучали песни и стихотворения, в том числе от приглашенных деятелей образования и культуры. Преподаватели родного языка вносят значительный вклад в его укрепление и популяризацию среди молодежи. За это они были награждены благодарностями.
Выставка национальных блюд и народного творчества приятно дополнили праздничную атмосферу. Красота проглядывается в каждой детали. Участникам очень понравилось мероприятие. По их словам, именно так укрепляется отношение к своему языку, обычаям и традициям. Сам день очень чудесный, праздник очень радостный. Вот. И писатели, поэты, ученые, которые приняли участие, вот, они сделали наше село светлее. И село, и район Веденский. Я должен сказать, что мероприятие удалось. Вот, удалось, потому что оно было продумано. Мероприятие было неформальное. Вот. Выступающие на мероприятии отмечали, что язык – это душа народа. Чеченский язык занимает 3-е место в России по распространенности. Его богатая история и первые упоминания исходят еще из Средневековья, и сегодня его успешно развивают на всех уровнях жизни. Турпал Лолита Исумов и Адам Юнусов. Вести. Чеченская Республика. День чеченского языка отметили в стенах ГТРК в Войнах. Этот праздник, учрежденный в 2007 году, призван сохранить и популяризировать родной язык, который является частью культурного наследия чеченского народа. Коллектив телерадиокомпании, представители СМИ региона, известные деятели науки и культуры собрались, чтобы еще раз подчеркнуть значение родного языка в современном медиапространстве. Ветераны журналистики, молодые корреспонденты и гости говорили о том, как важно сохранить родную речь. Репортаж Турпала Лолита Исумова. Красота, ценность и важность сохранности. С таким слоганом на территории ГТРК в Войнах состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню чеченского языка. Этот праздник утвержден главой региона Рамзаном Кадыровым и отмечается с 2007 года. Участие приняли сотрудники телекомпании «Субъекта», поэты, писатели, творческие исполнители, а также школьники и студенты. Газета «Даймохк» выходит на родном языке уже 102 года. Главный редактор БОЭС Шамсудинов рассказал о приятных впечатлениях от участия во встрече. Qodini ve muhkaçnan kekicandek sıdağa oyunları doğuştu. Dağda alval nokçilisilik halkı prezident Kadırov Ahmet Hacı Döhürrok nokçi çual ve nokçi qomalı hıllık yaş qomat qom dot ılıkş metyot amal okçu yar jolya çırqam dilen çırtadalı Qirmi tazil tehvettin duylu xin arval çoğu nohçi qomu tağanır dini ve qaç ve mel naqbin ve mel fizalgin ve muattı met yozu harçaloşi qamel dayaloşi dütü kudu xait ummadasi qibol muatt otoman xilmel ve qoman amşi qom muatt şiyen Nen muatçı, nen şivara, nen muattı ta ezirniş, baniş ezirniş, şerişken dün hado şarvayı, qam xılar, qomşi ta buh orum xılar ta yok sayfel hado ştor, Sundel varım zatoç, ve mektas amataji Рамзан, иштвен билгал динато. Сегодня чеченский язык – это символ единства народа. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров в свое время не только остановил зло, но и смог донести до людей, что любить и уважать родной язык – значит уважать себя. Потеряв национальную речь, нельзя жить полноценно. Сегодня он прекрасно сохранился в обществе. وي تبيج زعما يأنا مو قادرة ملخة ديكهما تان جيمج غوخت دادول الشغل إز تانا مال دلا حاوس نقشة ماتا حديكش ورخيت مش بالشخص خيت مثلا هنتا كجر هو شغلي يا إنستيتوت ياكش يا بالخواتش يا دنيا شو دوزل خواتش يا ملخة تعدز ده نقشة ماتا SMS كشول كويس نقشة ماتا يازيش يقدر خاص خيت سون إز شين صح أخو شين خاتنا يازيو إز
وای تنجیم همانت دادویل دیلچان وای نگهسان پوسر دوی وای مات بیخر بو نگهسان وای اقواسن بیتی داغنیا یتسل یتشل میتگ بیلسن از میق بیل بخک بیل تیش بیل دبیر بو وای مات زندل اصدقر وای قام ويش مخكح مرش ديخ خلرت ويش نوخشي موات بيتس وين مرش زام خلرت ديغ الدق. Журналисты, писатели, редакторы газет – все они совершают общее благое дело, распространяют информацию на чеченском. Также пишут книги, чтобы ни одно поколение не забывало свою сущность. Ведь регулярное изучение своего языка необходимо всем. بيزي لربا بيزي وعاخي شعبي علما اشتغلها دلها بيت أرجية سخاها تبيجن تناف تبيش بعد سيشاتي دقة موضوع يقولش الموضوع بيت سخارم كباش دوق زولم دات بيت سخو чухаш куралеш дозалдеш وي يوك يمي زولم بو. Это направление имеет важное значение. Язык можно назвать лицом нации, ровно как и культуру. Подобные встречи приносят еще больше пользы во благо всей республики. Чохас мероприятие ярис билгалдахлу ардарытын кюрт алышу войнин матебол бизам кыц дагайтарер иштава республика регион мехде кадыра рамзан эделерц نوخشي مهدي هور شرع بيلغال قشدو نوخشي مهديانس سون ديقال балу ардар даггар в регион береги Бахархуай. Теперь, когда в регионе есть все условия для изучения, в том числе профессиональные кадры, то незнание родной речи в виде разговора и письма уже невозможно. Это народное достояние со своей богатой историей. Чеченский язык прописан в Конституции субъекта как государственный. Такого еще никогда не было в истории за все время существования нашего народа. Тур Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. На базе полка полиции Ахмат по охране объектов нефтегазового комплекса управления неведомственной охраны Росгвардии по Чеченской Республике прошла совместная пожарно-тактическая тренировка с подразделением пожарно-спасательной части номер 3 Главного управления регионального МЧС. Тренировка началась с поступления сигнала возникновения условного пожара на первом этаже административного здания полка. После сообщения о случившемся пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Благодаря слаженной работе сотрудников полка полиции Ахмат и прибывших сотрудников МЧС были приняты первоочередные меры по эвакуации личного состава и предотвращению возможных последствий распространения огня, а также был спасен условно пострадавший сотрудник войск правопорядка. Комедия «Боже Али» уже давно считается культовой постановкой. В Чеченском государственном драматическом театре имени Хампаши Нурадилова состоялась премьера обновленной версии спектакля. Эта искрометная пьеса, любимая многими поколениями, предстала в новом прочтении, сохранив при этом свой неповторимый национальный колорит и глубину. Что изменилось в новой версии и как встретили обновленного «Боже Али» зрители, расскажет Мадина Нусалчева. Пьеса «Боже Али» впервые была поставлена в 1965 году и с тех пор завоевала любовь зрителей не только в Чеченской Республике, но и за рубежом. Произведение переведено на турецкий, арабский и другие языки, а спектакль с успехом шел на сценах Турции, Иордании, Сирии, Татарстана и Башкирии. Спустя столько лет Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова представил обновленную постановку знаменитой комедии. Я режиссер, если бы не была готова морально, если бы сильно переживала, я бы за это не взялась. 10 лет назад я не взялась за это. Через 10 лет я уже была готова. Я подумала, что да, и я готова, и коллектив готов сегодня взяться за эту работу. Актеры пребывают в волнении. Как же публика примет новый состав? Комичные ситуации, яркие характеры героев красноречиво отображают людей из народа. Простота и непосредственность – вот в чем секрет успеха постановки. عبد المطلب دولة مرزايا وسلوزين رولوت أقا إذا خلق وجوطي يتصور مسان خاق مس سمك هو نعديك نع إسحاق خوش سيوق يرتندواش تقول شتدو يدر تاق إشتي خلق حوي أن ولديلا يويش تنكحيش بالناخة تاخن صوري يعني لا ديقر جم ساقته
خير قوير موختي يوتسروتي бош. Но дела харбуалхбу, мосу цатер хилла дат. Спектакль рассказывает об эпизодах сельской жизни период действия 70-е годы, время коммунизма и советской власти. Главный герой Божали, одурманенный своим самолюбием, теряет работу, супругу и свой авторитет среди наиболее близких людей. Комедия наполнена искрометным юмором, постоянно на сцене разворачиваются интригующие события. Постановка эмоциональна и во многом поучительна. Время пьесой «Бож Али» заинтересовалось Министерство культуры Советского Союза. Было сделано даже несколько вариантов ее перевода на русский язык, однако ни один из них не смог передать всю остроту чеченского юмора. Обновленный спектакль стал не просто очередным театральным мероприятием, а настоящим праздником для любителей искусства, оставившим после себя яркие впечатления и желание вновь вернуться в театральный зал. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова посетили Чеченскую Республику для оценки организации медицинской помощи. Эксперты побывали в нескольких перинатальных центрах и больницах региона. По итогам аудита в Минздраве региона прошел семинар для специалистов акушерских стационаров. Гости поделились успешными практиками решения различных проблем и предложили усилить информационно-организационные мероприятия для будущих матерей. На рабочем совещании с министром здравоохранения субъекта Адамом Алхановым представители Центра Кулакова положительно оценили развитие медицинской инфраструктуры региона, внедрение телемедицины и оснащение медучреждений. Археологи Чеченской Республики обнаружили непотревоженное элитарное погребение предположительно раннего этапа аланской культуры в ходе раскопок на памятнике культурного наследия Алханкалинские курганы. Захоронение по находкам временных гарнитур, возможно, датируется второй и третьей четвертью IV века. Находка не имеет аналогов на Северном Кавказе. На месте работал наш корреспондент. В феврале 2025 года чеченскими археологами были начаты аварийно-спасательные научные археологические раскопки на памятнике культурного наследия Алханкалинские курганы. В ходе работ было выявлено уникальное погребение раннего этапа аланской культуры, датированное IV веком нашей эры. Постепенно разрушается, часть была снесена, и он постоянно после дождей осыпался и разрушался курган. Практически на 3 дня мы просто выходной у нас был за все эти 2,5 месяца, когда праздники были у нас Рамадан, и в снеге дождь мы здесь работали, и наконец нашли, как Малаша вам рассказывала, впервые в истории российской мировой археологии неграбленное элитарное погребение раннего этапа аланской культуры. Беспрецедентность данного события заключается в том, что это первое непотревоженное грабителями элитарное погребение раннего этапа аланской культуры. Сотни курганов, исследованные до сих пор, были разграблены либо потревожены искателями сокровищ. Это уникальный комплекс, который до сих пор для этого времени мы не имеем на территории Северного Кавказа. Аланская культура у нас пока, к сожалению, нам известна через ограбленные комплексы. Они почти поголовно были ограблены. По этой причине этот памятник, который здесь доследовали, он является прорывным для понимания истории региона. Научная важность данного события вряд ли может быть переоценена. Найдено большое количество уникальных артефактов, не имеющих известных аналогов данного исторического периода. Среди предметов, найденных археологами, конская сбруя, отделанная золотом, украшенная турмалинами и инкрустированная гранатами, конская узда, 3 образца клинкового оружия, изделия из золота и посуда, по предположениям археологов, привезенная из других стран. Мы находимся во входной яме данного погребального сооружения. Глубина современной дневной поверхности до дна этой входной ямы 9 метров. Непосредственно у передней стенки находится сам вход в камеру. Вход камеры был закрыт данной плитой. Это, опять же, является одним из признаков аланской культуры. Они закрывали вход в камеру обычно закладным камнем, но в нашем случае представлена большая плита, что, опять же, как и глубина входной ямы, и плита, это все говорит о статусе человека. Для простого рядового человека такие погребальные сооружения не строились. Уникальность этого
этой находки заключается в том, что ученым впервые удалось найти и изучить нетронутое погребение аланской аристократии. Данный факт является беспрецедентным в истории мировой археологии. Все предметы, изъятые из погребения и после реставрации в Москве, вернутся в республику. И в Национальном музее Чеченской Республики будет создана экспозиция, где артефакты останутся на постоянной основе. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Крепость Грозная в очередной раз стала ареной для настоящих гонок. Там состоялся захватывающий турнир по картингу, собравший лучших гонщиков республики. Это не просто соревнование, а настоящий праздник скорости и мастерства, где юные таланты и опытные пилоты продемонстрировали свое умение виртуозно управлять машинами на сложной трассе. Репортаж Медины Мударовой. Байсангуру Сангариеву 12 лет. Мальчик, можно сказать, вырос на автодроме. Катается с 5 лет и, несмотря на юный возраст, показывает безупречные результаты. Признается, что этот спорт вызывает бурю эмоций. Представляет Чеченскую Республику в классе «Окей». Да вообще все нравится. Обгоны, скорость, адреналин, чувство при пилотаже. Все эти качества идеальны. Да, первый раз сел, я просто посидел в картинге. Потом уже поехал. Меня катали сначала с веревкой, потом уже сам с тренером. Потом уже мне 6 исполнилось. Уже на чемпионат России ехал. И вот дальше. Там победы получал. Титул 3-е место был. И сейчас планирую тоже выиграть. Главный вдохновитель Байсангура – его отец. Он и привил сыну любовь к этому виду спорта. Сразу же, когда первые свои шаги делал, он не боялся, даже когда попадал в аварии, когда даже было ему больно. Все равно продолжал, поэтому я понял, что да, он может ехать, значит, у него есть к этому стремление, и мы вот так и продолжаем. Тем временем на автодроме крепости Грозная развернулась настоящая борьба. Здесь собрались лучшие гонщики в возрасте от 5 до 50 лет. Соревнования разделены на следующие классы: Супер-мини, Мини-Окей, Окей-Джуниор и КЗ-2. Всероссийские соревнования по картингу «Приз Ахмат» проводятся уже около 10 лет. Каждый раз гонки становятся все ярче, а участников все больше. На этот раз за место быть первым соревнуются более 120 спортсменов со всей России. Участникам приходится преодолевать крутые повороты. Это добавляет соревнованиям зрелищности. Не потерять управление сложно, но ребята справляются отлично. Программа включает в себя прогревочный круг, отборочные заезды и финальную гонку. Всегда нас в Грозном традиционно очень тепло встречают. Огромное спасибо организаторам за прекрасную погоду, за очень хорошую трассу и вообще за то, что очень город гостеприимный. Пилоты у нас самые маленькие, от 6 лет. Они, конечно, только учатся. Есть еще иногда, к сожалению, ошибки. Ну, к счастью, эти ошибки, они, максимум, может быть, разворот, может быть, небольшой толчок, но не более того. То есть это не очень травматичный вид спорта. Что касается спортсменов взрослых, это, как правило, ребята, которые занимаются уже много лет, у которых достаточно много гоночного опыта, и дадут фору многим взрослым за рулем. Для того, чтобы добиться результата в этом виде спорта, нужно внимание, азарт, а самое главное – любовь к скорости, признается Ангелина Кочкина. Участница 14 лет, гонками увлекается с самого детства, а Грозненскую трассу полюбила уже давно. Наверное, эта трасса одна из моих любимых. Как-то понимаю ее и, в принципе, нравится. Здесь больше скорости в повороте нужно нести. То есть она больше скоростная такая, одна из скоростных трасс. Многочасовые гонки завершились награждением в торжественной обстановке. Победители получили призы, кубки и памятные подарки. Далее самые лучшие примут участие уже в чемпионате России. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Старт туристического сезона 2025 года в республике ознаменовался ярким событием. Министерство по туризму организовало масштабный джип-тур по живописным уголкам региона. Колонна внедорожников отправилась в захватывающее путешествие. Проложенный маршрут раскрыл участникам всю красоту чеченской природы. Линда Вжамалдинова расскажет подробнее. Колонна внедорожников направляется навстречу приключениям. Очередной джип-тур начинается с Бамута, который посвящен открытию туристического сезона 2025 года. Почти каждые выходные организовываем джип-туры и пешие походы. У нас несколько маршрутов и просто по очередности, можно сказать так. Иногда бывает, что какой-то дате приурочено бывает. Допустим, поездка в Хайбах, Пелочёшка, Хайбах, это уже к 23-27 февраля.
Участники мероприятия смогли насладиться живописными горными локациями, которые славятся своей природной красотой и уникальными геологическими образованиями. Тур включал в себя посещение таких знаковых мест, как Ялхорой, Каменная арка, Хайбах и Пешха, каждая из которых оставила незабываемые впечатления у участников. Всего было 15 внедорожников, в которых более 50 человек. Они совершили путешествие протяженностью 300 километров. На маршруте путешественники делали остановки и осматривали окрестности. В джип-турах я принимаю участие стабильно, потому что горы я люблю, джипы я люблю. И вот в самом Галанчевском районе я, наверное, уже должен прописаться, настолько часто я сюда езжу. Ощущение джип-тура это не передать, потому что это нужно попробовать, как и любые положительные эмоции. Вот так. По традиции, совместный обед, который организуется Министерством Чеченской Республики по туризму. Участникам нужно взять с собой только хорошую мотивацию для незабываемого отдыха. Завершилась поездка на веселой ноте. Лимда Джамалдинова, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.